Оман любит использовать трех центральных защитников с активными флангами. Ну, по сути, в 5 защитников играет. И похоже, что сегодня именно такая схема. Вот момент. Первый опаснейший момент. Создают не хозяева, а создают гости. Том Лоренс, нападающий Блэкборна и сборную Уэльса, нашел возможность мяч принять в штрафной. За ним не доглядели. И он наносит сильнейший удар. Мяч пролетает над перекладиной. Хачериди этот удар пытался блокировать. И, по-моему, чуть-чуть мяча коснулся только Хеннесси. То, что касается валийцев, у них мог отличиться Саймон Чорч. Нет, прошу прощения, Том Лоуренс, 10 номер. А вот момент у Украины. Коваленко, как чертик с табакерки выскочил. Хотя на чертика он никак не похож. Смотрите, какой блондин. И казалось, что успеет он опередить Хеннесси после этой передачи на ход. Хеннесси выходит навстречу, но до мяча не дотягивается. Не дотягивается толком 24-й номер сборной Украины. Но очень старался. Шел до конца. Хорошая передача из глубины. Можно все-таки попробовать и нанести удар. Ротань ударом обладает. Можно попытаться как соперника перехитрить. Может быть, разыграть этот штрафной. Судя по всему, будет навес. Да, мягкий заброс штрафного. И удар с хода в ближний угол. Гол! Сборная Украины на 28-й минуте выходит вперед благодаря точному пасу Ротаня и удару с хода Ермоленко. И не зря Ермоленко что-то подсказывал. Ну, значит, наигранная комбинация. Напомнил Ермоленко своему капитану, что вот надо сейчас играть так, как мы работали во время тренировочного процесса. Руслан Ротань, автор голевой передачи. Андрей Ермоленко, автор гола. И смотрим с вами еще раз. Как-то растерялись, да? Здесь почему Ермоленко совсем никем не прикрыт? Подумали, что положение вне игры, а офсайда не было. Успел вовремя стартовать Ермоленко. Он спрятался за этой самой стенкой. И за ним не уследили. И вот такой вот мягкий наброс, такой вот парашютик. И огромный, практически 2-метровый Хеннесси, пытаясь спасти свою команду, все-таки не успел до конца сложиться. Не закрыл ближний угол, от его рук мяч уже